На этой неделе в рядах строителей социокультурного центра прибудет. Подрядчик усилится новой бригадой. На подмогу приедут сразу 15 специалистов. В планах на ближайшее время установить окна и двери. Анатолий Князев еще раз напомнил руководителю строительной фирмы. Объект очень важен, и сдать его необходимо в строго отведенные сроки. Данный объект, он, наверное, первый после 20-летнего перерыва на территории Удырского района. В 1996 году сдавали жилой дом. Вот после этого не было ни одного строящегося объекта. Поэтому я считаю, что это очень важный объект для Удыры. Конечно, ощущается напряженность работы наших строителей, но они дают гарантию, что завершат к указанному сроку. Срок определен, это 4 ноября. И другого срока нет. Возводить современный социокультурный центр в Кослане начали еще в октябре прошлого года. Под одной крышей должны разместиться Дом народного творчества, концертный зал на 200 человек и музыкальная школа. Только на строительно-монтажные работы уйдет больше 60 миллионов рублей. Вопросы финансирования обсудили уже на специальном совещании. Оплату подрядчик получает по факту, а потому затягивать сроки не в его интересах. 33 миллиона 980 тысяч на сегодняшний день профинансирование. Это составляет... Это с учетом федеральных? Да, с учетом федеральных, местных и республиканских бюджетов. Это составляет 57,8%. Почему 57? Я не хотел. У нас 86 миллионов объектов стоит. Нет, это от контракта, от стоимости контракта. Подрядчик признался, есть проблемы с доставкой материалов. Удырский район не самый удобный с точки зрения логистики. Впрочем, строитель тут же поправился. Это рабочие моменты, и на сроках сдачи они отразиться не должны. Мы стараемся. Я обещал, я опять обещаю, что это все выполнено. До 5 ноября? Нет, я должен закончить основной до 15 октября. Должен быть бетонная работа закончена и должен быть штукатурка закончена. Готов подрядчик выйти на благоустройство территории, отсыпать площадку щебнем, установить бордюры. А вот асфальтирование, скорее всего, придется отложить до следующего года. До конца 2017-го останется только оснастить социокультурный центр всем необходимым – мебелью, оборудованием, музыкальными инструментами. Виктория Палкина, Иван Селиванов, телеканал Юрган, Удырский район.